Уважаемый Вячеслав Алексеевич, не секрет, что наибольшая дискуссия у нас по пункту В законопроекта возникла. Вы уже часть опасений сняли. Правильно я понимаю, что вот в постановлении у нас идет отсылка к федеральному государственному образовательному стандарту? Это означает, что и количество часов в дисциплине родной язык не сократится. И сама дисциплина родной язык, ее тот, кто хочет выбирать родной язык, выбирает родной, тот, кто не хочет, выбирает русский в рамках родного языка. Но это в обязательной части учебного плана остается, и вот эта отсылка к федеральному государственному обязательному стандарту, это означает как раз именно это. Не сокращение количества часов и то, что он остается в обязательной части учебного плана. Спасибо. Да, вы абсолютно правы, не предусматривается никакое сокращение часов, и он остается в обязательных планах федеральных государственных образовательных стандартов. Но я должен сказать, что у нас есть целый ряд вариантов там, учебных планов и учебных программ для отдельных классов. Естественно, есть программы, где не предусмотрено изучение родных языков. И тогда, естественно, там их просто нет. Есть программы, которые предусматривают обучение на родном языке. И там все обучение идет на родном языке. То есть в данном случае мы говорим о так называемом варианте номер 4, где родной язык является одним из предметов изучения. В принципе, мы хотели бы получить уже проекты, как я сказал, будущих планов, которые готовит Министерство просвещения Российской Федерации до второго чтения. Будут они вносить коррективы в этот план? Я не знаю. Может быть, они захотят, и я считаю, что это было бы рационально, может быть, даже увеличить количество часов на изучение родного языка. Но, во всяком случае, ни о каком сокращении часов или об изъятии из обязательной части программы, конечно, речь не идет.